Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Якутия-24». Старая добрая программа «Один из нас», и которую вот уже много-много лет с огромным удовольствием веду я, журналист Дмитрий Аргунов. Смотрите, я, как и многие, пока еще не вывез со своего частного подворья то гигантское количество снега, которое навалилось у нас в марте месяце. У нас вообще зима не уходит. Сегодня какое 13 апреля, только-только начало теплеть, огромная масса снега, которая накапливается, ну, скажем, не только на территории города Якутска, но это город Якутск, это то, что мы видим, и поселение. А что творится на огромных территориях Якутии, на которые вот эти огромные массы атмосферных осадков ну, создали, скажем так, территорию, которая заставляет задуматься, все ли нормально у нас будет текущей весной. Прошедший визит Юрия Петровича Трутнева отдельно рассматривались вопросы противодействия стихийным явлениям, таким как лесные пожары, это летнее явление больше, да, и безопасный пропуск паводковых вод. Но не только паводковых, еще и дождевые ливни же у нас последние, скажем, 2 года представляли особую опасность. И сегодня мы хотели бы поговорить о том видении органов, которые уполномочены заниматься вот этими вещами, хотя стихии, как и многими другими вещами, ну, грубо говоря, управлять просто невозможно. Нужно только противодействовать, выставляя те или иные решения, которые, ну, от мудрости или от других характеристик, которых зависят людские судьбы, особенно сельское население и так далее. Сегодняшние наши собеседники, первый заместитель председателя Госком ОБЖ Иннокентий Михайлович Андросов, который много-много лет возглавлял территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов, это Ленское бассейновое водное управление, заместитель руководителя которого Федор Федорович Пермяков сегодня также у нас в студии. У меня сложилось такое видение, что гидрологи, они как Тарас Лукич наш, да? Как ну, метеорологи, они как саперы ошибаются всего один раз, но каждый день ошибаются. Да? То есть прогнозы выставлять – это какое-то неблагодарное совсем явление, поэтому товарищи гидрологов, ну, мы по другой части и в другое время. А сегодня мы бы хотели поговорить вот именно в свете подготовки к тем временам, когда и подразделениям, которые возглавляет Иннокентий Михайлович, и на территориальные власти, конечно, тоже ляжет особая доля ответственности. Это, еще раз говорю, безопасный пропуск паводковых вод. Вот мои коллеги, я мониторю средства массовой информации и так далее, говорят, свыше 100 населенных пунктов ну, рискуют оказаться в зоне сложной ситуации. Давайте, вы уже начали мероприятие, Иннокентий Михайлович, начнем с вас. Хоть и не по субординации, да, но учитывая возраст Саксакала. Ну да, получается, уже около 30 лет занимаюсь пропуском весеннего половодья. Поэтому вот по возрасту, да, наверное, сегодня один из старших. Опытнейших. Опытнейших. Мы, значит, всегда считаем о том, что территория Республики Саха-Якутия является одним из паводкоопасных во всей Российской Федерации. Это и раньше, когда вот работал руководителем бассейнового водного управления, свои выступления всегда начинал так. Ну, это так и является. Поэтому правительство республики, глава республики отдают очень большое значение данному сезону, потому что ледоход на реке Лена начинается где-то 4-5 мая, наступает вот Битимия, да, и завершается на севере, ну, скажем, вот Походской или там устьевой части рек Индигир, Каяна, это где-то числа 10 июня. Поэтому это большой промежуток, почти 1,5 месяца занимаемся конкретно сопровождением и пропуском весеннего половодья, ледохода на реках.
Вот, поэтому всегда, ну, традиционно подготовка, он всю зиму идет. Ну, есть какая-то вот более, ну, легкая фаза, когда мы анализируем прошедший год. Это уже отчеты бассейна территориального управления уже начинает в октябре-ноябре месяце давать отчеты прошлого года, 22 года, допустим. А уже декабрь, это уже подготовка идет. Уже подготавливается распоряжение правительства, чем будут заниматься органы исполнительной власти республики, у каждого. Какие там новые подходы, какие там тоже уже прошли, мы их снимаем, распоряжения. И 23 января 2023 года номером 39-р вышло распоряжение правительства о пропуске весеннего полугодия, ну и о задачах органов исполнительной власти, муниципального образования и хозяйствующих субъектов. Ну, достаточно большое распоряжение, там все буквально расписано. Вот. Мы в этом году там сделали, ну, новые подходы. Это включили объекты, по которым муниципальное образование должны были отработать и как-то добиться выделения финансовых средств. Это по затапливаемым таким населенным пунктам. Там включили мы Идейсы Намского района, который по статистике стоит на первом месте по числу затопленных годов. А потом мы включили дамбу воинская города Среднеколымска, который тоже много раз уже защищает город от, ну, фронтального затопления. Чтобы, ну и включили вот в Горном Улусе речку Харбалаган, руслоочистительные работы. Ну, в целом муниципалитеты отрабатывают, и я знаю, что уже деньги дошли до Идейса, и они будут дальше устраивать дамбу, которая, значит, защищает село Идейса от, скажем, от льдов. Вот. Мы помним, что в Идейсах льды, большие поля льдов, льдины, они как раз доходили до дома и рядом плавали. Вот. Сейчас такая же работа, я знаю, что идет по Среднеколымску, по Харбалагану тоже там работы будут. Поэтому, оказывается, вот конкретно назвать объекты, включать в данном распоряжении, это имеет очень большое значение. Вот. Ну и последующие годы мы, наверное, будем более практичное вот такое распоряжение, чтобы оно помогало и работало именно на местах. Вот. Ну, в целом, вот так. Мы как раз вот вчера поздно приехали от заречной группы Лусов в связи с тем, что Заречье уже пошел на территорию, где, значит, большие снегозапасы. По личному поручению главы республики мы объездили все районы Улуса. Провели 5 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям. Нижнем Бесяхе, это Мигано-Кангаласский. Амге пригласили Усмайский Улус, 2 района. Чурапче отдельно. Потом Этикёле приглашением Томпонского района. Ну и вот завершили Усалданскому району. Все главы, первые заместители глав ответили, ну, во-первых, дали информацию о том, что сегодня что сделано как раз по данному распоряжению, что осталось, какие просьбы со стороны правительства республики. В целом Дмитрий Дмитриевич Садовников сам возглавлял. Ну и между тем он участвовал на совещании вот Юрия Петровича Трутнева, поэтому 2 совещания я провел. Но готовность в целом, ну, процентов, скажем, если вот так оценить, на 80-90%. Готовность есть. На пульсе, короче. Да, на пульсе. Вот. А те моменты, вот шероховатости, они до конца доведут, и мы отдельно в ВКСМ тоже встретимся с этими же районами. В планах есть Белюйскую группу Улусов. В этом году там тоже не было приятны вот такие гидрометы данные. Намечается поездка Колымской группе Улусов. Вот сейчас планируем, и, наверное,
на следующей неделе, ну, один из них должны мы ехать. И до конца, значит, вскрытия реки Лена в Верховьях мы должны все завершить. Потом уже будем готовиться на месте все на местах. Уже точечное мероприятие, которое непосредственно запасом пропуском встречено. Хорошо. Федот Федотович, смотрите, вот вернемся к началу нашего разговора. Да? Вот эти огромные массы снега, которые, ну, ладно, на бассейн большой реки, в принципе, ну, вернее, на прохождение паводка большой реки значение будет, скажем так, опосредованным. Да? Но вот вызывает опасения малые реки, ну, малым называется, в принципе, как бы все притоки Лены, которые могут представлять опасность, да, потому что в прошлые годы это и Колыма, и Индигирка, ну, проявили свой нрав, доставили, скажем так, немало хлопот для народного хозяйства. Вот факторы нынешней зимы, продолжающейся весны и так далее, насколько они будут влиять на тот характер паводка, который мы ожидаем? Да, действительно, вы правильно заметили, что снега очень много. Ну, в целом, на характер паводка влияют несколько факторов. Это, в первую очередь, осенняя увлажненность, сколько осадка выпало в августе-сентябре прошлого года. Также зимние снегозапасы и какая весна будет. Ну, теплая будет или холодная будет. Как мы все знаем, прошлый год был очень дождливый. Август-сентябрь очень дождливый был. А зима у нас холодная и много снега. Мы провели большой анализ, сравнивали последние 20 лет, и в результате анализа показалось, что этот год, ну, более похожий на этот год, это 2007 год. Там тоже выпало много осадков, осенний период, зимний период было тоже много снега, и в результате показалось, что 2007 год затопило по малым рекам, это Тата, Матта, даже вот тут в городе Якутске Мархинка, в результате чего пострадали множество населенных пунктов. А сейчас такую картину наблюдаем, что снега очень много. А если взять реку Лена, да, вот Верховьев реки Лена в Иркутской области, по данным наших коллег Иркутского ГУМС, там снегозапасов на сегодняшний день меньше нормы, где-то 60% снегозапасов. Толщина льда тоже небольшие, в пределах нормы. И они прогнозируют вскрытие реки в самый близкий населенный пункт. Это, ну, ближайший населенный пункт Иркутской области Усть-Кут на реке Лена, ориентировочно 30 апреля. Это средние даты. Поэтому мы тоже вот в пределах города Якутска ожидаем в пределах нормы, ну, 16-20 числах мая месяца. А если, да, по снегозапасам, да, в этом году очень много, выше нормы снегозапасов наблюдаем. Поэтому есть большие риски, что затопит населенные пункты, которые расположены в малых реках, как Тата, Матта, Сола. Ну, таких водных объектов есть опасность. Амга, Алдан и так далее, там, в принципе, ну, как бы ситуация более прогнозируемая, более такая явная, да? Там наводнение связано в основном с заторными явлениями. Заторные явления никак прогнозировать не сможем. Как река пойдет, где есть затороопасные участки, может даже вот, когда снега мало, тогда тоже может остановиться. Ну, могут, то есть наличие вот этого огромного количества снега, это не является фактором, который усложняет жизнь, да? Нет, ну тут можно вот так, да. Вот как раз вы упомянули Тараса Лукича. Мы как раз вчера все встретились с ним. И я специально ему дал трибуну, чтобы он выступал. Я всегда слежу вот наших народных синоптиков. Раньше вот наш уважаемый Максим Николаевич Северяков, Менга Романа, вот такой было. Вот ныне люди смотрят, слушают Тоскула Тараса Лукича, слушают Барламова Андрея Алексеевича, есть тоже такой. Вот. Ну, он в своем прогнозе говорит о том, что в этом году снег продует. Вот. Я ему специально тоже говорю. Вот. Но тут дело такое. Все-таки
В этом году снега настолько много, да, мы такие снегозапасы давно не наблюдали. Вы вот как раз тоже упомянули, я тоже каждое утро вот чищу свой двор, да, и судя даже по нему, его очень много. Вот поэтому, если даже продует, да, с такого количества снега в любом случае воды будет много. Но тут я хотел вот добавить Федотовича, да, вот как раз территории Иркутской области, там, говорят, совсем снега нету, и вскрытие реки Лена произойдет ну, на малой воде. Такие сценарии мы видели, и какой сценарий может быть в этом году, исходя из этого, да? Это всегда вот мы как раз вместе ездили тоже, еще ребята были, и мы ну, разговариваем, какой сценарий будет. И в целом-то все думаем. Река Лена, он долго будет идти оттуда. Воды нету, он потихоньку, может быть, даже если будут большие плюсовые температуры, тогда он даже местами будет сам растаивать. Ну и, как всегда бывает, он на подходе к границе нашей республики, Ленскому району, уже там река чуть-чуть, сама морфология реки, русло, оно меняется, поэтому там уже начинаются встречаться затороопасные участки, он там будет останавливаться в любом случае. И начнет, значит, накапливать воду. Это понятие вот воды нет, это как кавычки, да, это даже вот пару дней встанет он или в остров Паламидный, но там он мало встает. И остров Ватамайский, вот, злополучное такое место, да, который в 2001 году затопил вот город Ленск, вода поднималась там 20 метров. Там он, если встанет трое суток, это воды настолько много будет, который будет опасен вот, по ходу, значит, ледохода. Это Алюкминский, это Хангаласский, это город Якутск, ну и последующий вот Намский и так далее. Вот. Ну и, как обычно всегда бывает, в таком случае проходит время, позднее, значит, вскрытие реки, как раз пойдут на ну, нормальные положительные дни. Температура повысится, начнут уже воду давать очень сильно боковые реки. Вот тогда, уже когда ледоход постепенно подойдет где-то в Лёкминске, там будет воды очень много. Мы всегда последние дни вот, ледоход проходил ну, территорию Лёкминскую, это где-то 10-го, где-то вот, ну, 12-14 мая. Как раз теплые дни, если там будут, тогда воды будет много. Ну и всегда последние годы первым вскрывается река Тяня. У нас он является как-то барометр. Потом вообще река Лёкма, он определяет дальнейший сценарий прохождения ледохода по реке Лена, ну, вниз по реке. Поэтому это тоже, вот, как они начнут друг с другом встречаться, вода, значит, где падает река Лёкма, в Лёкминском районе. Вот, в прошлом году мы помним, да, вот, как раз в эти дни, по-моему, 12-14, вот, село Хорницы, да, встал очень большой такой затор. Встал и ухудшение температуры, хотя там уже в конце вот этого, когда мы уже разбивали этот затор, там уже дожди были, сильные очень. Вот. Поэтому очень большое значение имеет, вот Федотович тоже говорил, это осеннее установление ледостава. Как никогда осень и реки наши встали очень большой отметки установления ледостава. Это говорит о том, что в этом году ледовой массы будет очень много. Вот. Я тоже давно не видел вот под Катасами, да, когда у нас река прямо встал вот в своем берегу, установили лед, и даже сделали съезд прямо. А раньше вот такой не было. Ну, приехал, заехал на песок, потом дальше река и поехали, да, переправа была. А сейчас в этом году прямо лед до берега. Поэтому вот поднять такую массу, ледовую массу, это нужно, значит, большая сила, определенная, ну, оттайка, ослабление вот, самого льда на реке. Вот, это по установлению ледостава. Ну, по снегу вот 10 апреля вот гидромет дал
картинку распространения снегозапаса по территории республики. Почти, ну, наверное, уже сколько? 70, наверное, процентов, да? Да, весь бассейн реки Елена, Алдан, полностью Амга, красный полностью стал. красный, это выше нормы. Выше нормы и экстремально высокие снегозапасы. Поэтому, в самом-то деле, пребывание больших расходов воды оно решает вот, горные местности. На реке Елена это Патомское Нагорье, вот, по Витиму. Ну и на реке Амга и Алдан это Верховье. Верховье реки Амга и Алдан сегодня уже красные. Это много снега, выше нормы. Ну и вся сама вот заречная группа Лусов. У нас только осталось сейчас бассейн реки Колыма, ну и частично вот в Берхаянском, ну чуть-чуть меньше снега. Остальное все красное. Поэтому если будут заторы, прибывание воды, поднятие уровня воды, оно будет очень быстрое. Вот. Поэтому с учетом этого, конечно же, мы все это говорим и показываем нашим коллегам муниципальным образованием. Тут уже без каких-то ожиданий, без раскачки нужно готовиться. Нужно готовиться. Там целый пласт работы, который они делают. Много работы. И в целом вот заречная группа УЛУСов, это процентов, ну, почти 90-80, они подготовлены сидят. Но оставшееся время они должны еще все шероховатости, которые есть, они должны готовиться. Ну и на прошлой неделе мы были в Алюкманском, Ленском районе, тоже заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. И ну, из-за погоды и желание тоже было. Мы как раз летели по реке Лена на вертолете. И там мы увидели из-за того, что боковые реки замерзли на высокой воде, всю зиму там шла вода с боковых притоков. И образование наледей, вот как раз устьевых частей вот этих малых рек боковых, оно очень большое. Даже местами занимает почти половину вот, ширины реки Лена. Ну и всегда, вот, ну, всегда говорил вот наш коллега, ну, скажем, даже учитель Константин Иннокентьевич Кусатов, наледи имеет очень большое значение на вскрытии реки. Он удерживает. Там обычно толщина льда бывает, ну, больше 2 метров, 3-4 метра бывает. Наледь всю зиму замерзает, и это. Вот. Эта картина тоже есть, поэтому, скорее всего, ну, по реке Лена, ну и даже другим рекам, такая же картина есть на образование наледи. Вот на Кангаласском мысу переправа, Сотинская переправа, да, тоже же наледь вылезла, и раньше срока ну, да. переправу пришлось закрыть. Это наледь, которая вышла из-за ну, самой реки Лена. Оно есть, притом даже, по-моему, 3 дня там закрывали переправу. Да. Как раз в этом году переправа Сотинцы идет через Парватер. Вот как раз те места, где постоянно вот затор бывает. Можно объяснить тогда, вот, как вот я говорил, осенью было много осадков, и река же питается же, бассейн. Там все равно, вот, поэтому приток очень большой, воды много, и вот под подпором вверх поднимается на лед. Поэтому в целом можно говорить о том, что в этом году, конечно, будет сложная весна. Поэтому мы свои вот заседания, да, при встрече с жителями республики, ну и муниципальным образованиями, все равно говорим об этом открыто, чтобы люди готовились. Вчера вот на обратном пути были в Сотинцах, тоже встречались активами, Дмитрий Дмитриевич, об этом тоже говорили. Ну, в целом, те поселения, которые не раз были затоплены или уходили на наводнение, попали крупные, они всегда очень внимательно и тщательно готовятся. Ну, бывает вот поселения, которые 20 лет один раз, да, вот там могут быть какие-то. 123 населенных пунктов, они у нас в зоне подтопления и затопления. Ну, вот, и они, значит, при 1% обеспеченности, это паводок, который может быть 100 лет один раз, они подпадают.
Поэтому, конечно, говорит о том, что они в этом году все попадут, это никак нельзя. Но 1% обеспеченность бывает, вот как я сказал, 100 лет один раз. Ну вот, допустим, 2021 год. Вот, видимо, это случилось. Крупные, высокие отметки, поэтому там многие поселения, вот этих 123, наверное, они пострадали. Вот. Поэтому просто вот, воспользуясь случаем, еще раз хотел бы обратиться всем муниципальным образованием. Да. В этом году, конечно же, шутить нашими реками, да, о том, что как-то он пройдет или там продует снег, все будет нормально, никак нельзя. В этом году надо все требования, вот, распоряжения, все пункты, которые вошли в распоряжение правительства, должны быть выполнены. Вот. Готовность должна быть у нас. Самая высокая цель – это мы не должны, гибели людей не должно быть, ну и крупного рогатого скота, лошадей, живности. Вот. Это же очень... Дмитрий, еще могу добавить. Еще надо обратить внимание на большие лесные пожары. Где лесные пожары, там вода, заболачиваемость высокая, водность высокая, оттайки идет. И как раз вот 19, 20, 20, 21 год были очень большие пожары. И на это тоже надо обратить большое внимание. То есть все взаимосвязано, да. в принципе, в природе. Это вот как раз очень хороший анализ сделали мои коллеги, да. Ну, зимой говорили, вот мы что-то начали делать, и какие-то вот интересные анализы выходят. Оказывается, после вот череды лесных пожаров, ну, знаем о том, что там почва, оттайка идет, верхний вот слой почвы, леса все, там в лесах оттайка тоже идет, и вода уже набирается. Это мы уже видим, но, оказывается, вот после вот таких череды годов, оказывается, постоянно идут наводнения крупные. Тут мы сравнили наводнение 13-14 годов. Там как раз вот в Заречьях были большие паводки на реке Тата. Там посмотрели по результатам, сколько лесных пожаров было, какой там объем пожара было. И как раз вот предыдущие года, 11-10 год, там были очень крупные лесные пожары. И мы предполагаем, что это тоже вот посодействовало к этим наводнениям. Ну, вообще у нас, конечно, экстремальным очень краю живем, да? Конечно. Круглый год можно объявлять там чрезвычайной ситуации. Если зима, то чрезвычайная ситуация в области там жизнеобеспечения, ЖКХ и так далее. То есть коммунальщики, они прикладывают максимум усилий для того, чтобы поддерживать нормальный температурный режим, чтобы коммуникации не перемерзли и так далее. Весной у нас начинается, как мы говорим, предмет наших сегодняшних разговоров, это паводок. Летом мало того, что там лесные пожары, еще к этому прибавляется гнус и прочее, это тоже продукт данного явления. Осенью у нас дожди, и дождевые паводки тоже как бы со счетов сбрасывать не приходится. Да? Вот в прошлом году, да, в Верхояне. Да. Но тут люди говорят, вот в Якутии, вот на севере живут мужественные люди. Я всегда тоже считаю, что у нас в республике живут мужественные люди, остаются мужественные люди. Обеспечивают на минус 55 тепло во всех домах. И самое главное, чтобы не было аварий. Это же очень большой труд и работа. Но в целом, конечно же, деятельность правительства республики, ну и всех органов направлена на это. Все мы свои подходы смотрим и к экстремальности вот наших условий республики. Будь это теплообеспечение, будь это энергетика, будь это подготовка вот паводка, наши лесники. Поэтому в зимнее время вот, при рамках подготовительных мероприятий идут очень большие совещания на уровне главы республики отдельно по лесным пожарам, отдельно по подготовке паводка. Вот сейчас как раз на следующей неделе после выхода вот гидробюллетеня номер 1 гидрометслужбы будет совещание на уровне главы республики. Ну, наверное, и по России даже будет.
Поэтому, ну и Главное управление проводит соответствующие совещания. Полпред по Дальневосточному федеральному округу тоже проводит. Поэтому подготовка у нас к таким чрезвычайным ситуациям должно идти, ну, должны выполнить мы на 100%. Ну и потом его сопровождать и вместе с муниципальными образованиями нормально провести эти работы. Вот. Евгений Михайлович, ну и в бытность вашим руководителем УБУ, да, и при нынешнем, при моем однофамильце Петре Михайловиче Аргунове, я всегда задаюсь вопросом. Ладно, вот органы республиканской власти, это понятно, они в случае чего там и на последствия выедут и так далее. Да? А вот федеральные органы, они кроме, скажем так, регистрирования, анализа и каких-то учетных вот этих вещей, чем они делают? Просто до многих же не доходит суть отношений федеральных органов, да, и республиканских органов. То есть, что на виду, то мы и говорим, вот они работают там, и так далее. Нельзя же говорить, что Ленинское бассейновое водное управление – это просто вот надзорный типа орган, который сидит и учетом столько-то длительности у нас водных ресурсов, столько-то малых рек, столько-то озер и так далее. Понятно. Ага. Я тут скажу очень коротко. Включился руководитель. Коротко, а так добавить, ну, так как он работает сегодня руководителем, заместителем, Петр Петрович, в целом взаимодействие органами, территориальными органами федеральных структур идет у нас очень активно. Ну и притом вот сегодня бассейновое водное управление является надзорным. Это все отошло Росприроднадзору. Это защита всех строительства всех объектов, выделение субвенций на выполнение вот переданных полномочий, будь это по водному хозяйству, будь это по лесному хозяйству, ну и по другим нашим коллегам. Идет очень большая активная работа. Но бассейновое водное управление, вот все вот эти средства, которые выделены на строительство инженерных защитных сооружений после вот большого наводнения 2021 года, они сначала шли через нас, мы прямую осваивали, а потом направление вот, выделения средств немножко поменяли, но через правительство республики шло. Построили во время вот моей работы, по-моему, 2 миллиарда 700 миллионов мы вытащили оттуда и строили эти объекты. И сегодня это продолжается. Я хотел бы... Конечно, большая работа проводится по подготовке паводку. Соответствующий приказ Росводресурсов есть, соответствующий приказ нашего управления и распоряжение правительства Республики Саха-Якутия. Тесно идет работа с Республикой Саха-Якутия, с органом власти. Также у нас есть отдел Магаданской области, тоже взаимодействие с Магаданской областью. Помимо этого, подготовка весеннего паводка у нас ведутся работы по обследованию гидротехнических сооружений на готовность к предстоящему паводку и объектов, представляющих экологическую опасность. На сегодняшний день идут активное обследование таких объектов. Уже обследовано больше половины запланированных мероприятий. Также у нас есть контроль и координация за работами противопаводковых мероприятий. Это зачернение и распиловка льда. В этом году из федерального бюджета профинансировано около 45 миллионов рублей. Работы проводят, заказчиками являются Министерство экологии в лице дирекция, исполнительная дирекция, и филиал Ленрегионводхоз, это филиал Центррегионводхоза. Работы проводятся на реке Лена, Колыма, на 8 муниципальных районах. Также по малым рекам это Нюя, Тока, Алдан, Амга в 11 муниципальных районах. По малым рекам, если говорить по срокам, уже на этой неделе завершаются работы по зачернению. А по большим рекам сроки завершения работ это конец апреля месяца, и в начале мая в колымских районах. Работы проводятся, координация идет, взаимодействие есть у нас, плотно работаем по подготовке. Крупные объекты, Верхневилюйские. Крупные объекты, из крупных объектов по линии идет работа по берегоукреплению села Верхневилюйск, в Верхневилюйском районе. Это у нас текущая работа в этом году и завершается в следующем году. Также идет работа по водохранилищам. У нас в ведении 2 водохранилища. Это Колымское водохранилище, Вилюйское водохранилище.
проводится межведомственное рабочее совещание по регулированию этих водохранилищ. На следующей неделе как раз вот планируется совещание после получения гидробюллетеня. То есть, получается, Федеральное агентство водных ресурсов, это, вернее, территориальный орган Федерального агентства, это оператор прохождения федеральных средств для, скажем так, того, чтобы достаточно больших средств, судя по вашим цифрам, да, и как бы просто делить вот наши республиканские работы, федеральные ничего не делают, это достаточно несправедливо. Я всегда против несправедливости выступаю. И, Иннокентий Михайлович, сталкивались с вами в Верхояне, там, в чрезвычайных ситуациях, когда поселения, скажем так, были под угрозой. Насколько зависит сохранность муниципалитетов, населения, крупного рогатого скота и так далее от того, кто руководит органом местного самоуправления, от глав муниципалитета? Вот если глава там нормальный, деятельный, инициативный и так далее, очень многое же зависит конкретно от него. Ну, в целом, это когда уже случается чрезвычайная ситуация, ну, которая у нас очень часто, да, первым делом взаимодействие, отношения идет главой муниципального образования. Поэтому все направленные работы, они идут через главу муниципалитета, муниципального района. Вот в прошлом году, допустим, когда произошел летний осенний паводок по реке Яна, после сильных дождей в верховье реки Дулгалах-Сартан, мы мгновенно действовали, сразу же слетали, посмотрели, насколько это идет волну даже охватили. Потом уже через день он был в первом поселке Дулгалахе, потом он уже пошел по сыпочке вниз. Поэтому реагирование в прошлом году было оно моментальное, ну, можно сказать, и меры были приняты. Когда шел фронтальное, значит, затопление всех населенных пунктов, главой республики было дано поручение ни в коем случае утопить поселок Батагай. Вот, поэтому, когда сам прилетел глава республики Арсен Сергеевич, мы доложили, ну, примерно как будем его защищать, и была возможность как раз очень хорошее, значит, ну, владение вопросом показал глава самого поселка Батагай. Вот, поэтому было принято решение, ну, как-то защититься, и мы смогли его удержать. Потому что в случае прорыва мы могли бы утопить как раз половину поселка. Это не произошло. Вот, конечно, это большая была наша победа, и люди работали тогда днем и ночью многие, ну и успели сделать нормальную дамбу, которая удержала. Ну, вода доходила как раз до уровня этой беременной дамбы, ну и удержали. Поэтому многое всегда зависит от глав муниципального образования. Очень хорошо тогда владел вопросом, руководил, ну, тогдашний глава вот, Гаврил Ильич. Вот. Ну и всегда, поэтому, ну, во всех чрезвычайных ситуациях так было. Вот, допустим, я вспоминаю прорыв дамбы по реке Татта. Тогда тоже глава дневал, ночевал вместе с нами, и мы удержали воду вот как раз Катыглинской дамбе без регуляторе. Иначе, наверное, могли бы утопить тоже много населенных пунктов вниз по реке. Вот, поэтому главы муниципального образования, главы наследов, они это первым должны взять как бы рупор, знамя и идти на как бы предотвращение во дня чрезвычайной ситуации. Ну, это пока удается, и я надеюсь, как раз в этом году паводок будут встречать многие новые главы муниципального образования и наследов. Ну, они должны, во-первых, почаще контактировать со своими
предшественниками, люди, которые прошли через огонь медные трубы, они прекрасно знают, как надо. Всегда бывает же паника. Вот. Главное, чтобы паники не было, как решать данные вопросы. А органы исполнительной власти республики сегодня и министры, и председатели, ну и заместители, они люди опытные в целом-то. Сезон вот весны 2023 года. А у нас многие вот главы новые. Вот поэтому я вот как раз обращаюсь, надо очень хорошо подготовиться к сезону. Вот. А так, конечно же, вот по тому вопросу вот взаимодействие органы исполнительной власти, вот федеральным центром, оно идет очень активно. Вот как раз сегодня идет строительство берегоукрепительного сооружения на реке Вилюй. Это мы раньше делали за счет республиканского финансирования в самом городе Вилюйске, шпоры, которые сегодня свою роль сделали, и уже там проблемы вот разрушением берега нет. И сейчас вот уже взялись за берегом Вилюйска, реки Вилюй. Ну, кстати, в этом году будет большая вода, и мы смогли то, что вот строили и еще не достроили, защитить от весеннего паводка берегом Вилюйска. Ну и потом продолжать на следующем году сдать данный объект. До этого завершили объект, ну, очень большой, это уже много лет строили, берегоукрепительное сооружение в Нижнем Бестяхе. Это при мне оно началось, и потом вот коллеги мои завершали. Объекты уже сегодня видим, контролируем. Конечно же, река там буйная, река Лена, как раз очень резкий поворот, да и конструкция самого вот данного объекта, ну, очень сложная. Там есть подводные сооружения, которые, ну, трудно воспринимать при большой воде, как будто там люди иногда говорят, что там сделали, оно под водой лежит все. И помогает, ну, к неразрушению данного вот берега. Сегодня это тоже работает. Есть, ну, какая-то вот определенная, вот слышим глав поселений при проведении вот комиссии по чрезвычайным ситуациям. Там все говорят, надо как-то консолидировать все вот эти объекты, начиная от Ленска, защитные инженерные сооружения, и ну, нормально финансировать и провести подготовку, содержание данных объектов на надлежащем уровне. Сегодня, значит, муниципалитеты сами смотрят, выделяют средства, но, видимо, где-то в каком-то моменте некоторых объектов не хватает. Очень серьезные объекты. Вот, это проблема и решение задачи в перспективе, я так считаю. Иннокентий Михайлович, Федор Федорович, хорошо, у нас задача стояла такая, что очень многие обыватели, они, судя стихию, которая, ну, раз за разом преподает нам всем сюрпризы, да, в виде там снега, дождя со снегом там, и так далее. Вообще у нас какая-то аномальная весна получилась. Да? Основная задача была такова, чтобы показать нашему населению, что да, все факторы учитываются, включая и вот осенние явления, да, когда, как Иннокентий Михайлович Аксакал наш говорит, на очень высоком уровне стали реки, плюс снеговые запасы, плюс те явления, которые, ну, заставляют держать в тонусе в первую очередь глав муниципалитета. Но отрадно слышать от вас, от специалистов, что у наших соседей, вот река же начинается с верховьев, и у наших соседей, скажем так, ну, более благоприятные да, показатели, чем у нас получается по среднему течению реки и к концу. Поэтому говорить, что ничего не делается, ничего на внимание не берется, не приходится. Полпред президента, когда это совещание было буквально в первый же день, наверное, первые же дни. Понедельник, вторник. Да, понедельник, вторник вот были на уровне полпреда Юрия Петровича Трутнева приняты решения и выслушаны те отчеты, которые, ну, непосредственно связаны со стихией. Да? Поэтому сожмем пальцы и будем надеяться, что факторы, мы же не можем управлять пока природой, факторы природы, они окажутся более благоприятны, более, скажем так,
не так критично по отношению к нам, к людям, которые вот проживают на территории нашей республики. Это программа «Один из нас». Тема была посвящена предстоящему паводку. У нас сегодня гостили руководитель, исполняющий обязанности руководителя территориального органа Федерального агентства водных ресурсов Ленского бассейнового водного управления Федот Пермяков и наш Аксакал, тоже бывший руководитель того же управления, Иннокентий Михайлович Андросов, который сейчас Госком АБЖ, первым заместителем председателя. Ну, еще раз, просто скрестим пальцы и будем надеяться, что все обойдется, все, и у вас, ваших коллег, у спасателей будет меньше работы. Давайте, это просто хороший тон, пожелать такого в эти весенние дни. Увидимся.